Добрый день, друзья! Сегодня в моей студии человек, которого вы видите на всех турнирах Найза и с недавнего времени в нашей студии. Это Сула Хуфу. Добро Бонжорно. пожаловать, Просто Сула. Сула. Кстати, да, почему Сула? Вас же не так зовут на самом деле? Меня не так зовут на самом деле, да. Это мой творческий псевдоним. А когда он появился? Когда он появился? Наверное, лет 15 назад. А это что-то значит? Я, кстати, даже у чата GPT спрашивала, что значит Сула Хуфу, но он мне не дал ответ. Сула Хуфу – это псевдоним, состоящий из двух коротких имен. Сула? Сула – это Луций Корнелий Сула. Угу. Мой любимый исторический персонаж, диктатор Рима. Да, я знаю. Был покруче, чем Цезарь. А Хуфу – это нашли такую, получается, да, это как называется, иероглифы в пирамиде Хеопса. То есть Хеопса называли коротко его друзья Хуфу. И там была найдена надпись «Друзья Хуфу». Я выбрал для Фейсбука, что там уже фамилию уже надо еще ставить. Мало только имени. Сула Хуфу. Все думают, что я дунганин. Я не дунганин. Вот они думают, что я дунганин именно вот по второй теме, то, что Хуфу – это чисто, дунганская тема. А кто вы? Я казах. Казахпан. Улужис. Албан. Вы увлекаетесь историей? Судя вот потому, что у вас такой, непростой псевдоним. Не более, чем все. Не более, чем все, так скажем. Как вам в новом имидже? Я вот, честно, не могу к вам привыкнуть. С новой лысые волосы? стрижкой, да. Нормально, чуть-чуть холодно. Спасибо, Харбала. Спасибо тебе. Я поддался на его вот эти вот аддайские разводки. Но у вас был шанс выиграть iPhone. Это же классная сделка была. Я вот сам, я понимал, что там что-то не то, есть же. С этим персом, Хайбати, Мухаммад, если смотришь меня. Он там еще написал, что он хоть здесь, я, говорит, победил, говорит, Сулу побрили на лысо. Вот вы знаете, вы для меня, вот правда, эксперт, который с истоков в развитии индустрии ММА в Казахстане. Вы знаете всех бойцов не так, как мы их знаем в клетке, и их рекорд, и какие-то официальные вещи. Вы знаете их, с другой стороны, вы общаетесь со всеми, вас многие знают. Вот вы можете, давайте так, вот вы любите такие вопросы задавать. Топ-5 Жандарбеку вы на подкасте спрашивали. Вот назовите мне, если можно, с именами, я не думаю, что это будет проблемой, топ-5 самых воспитанных бойцов и топ-5 самых хамоватых бойцов. Первый номер моего рейтинга – это Ермек Тлауов. Ереке, салам алейкум, брат, если смотришь. Очень порядочный молодой человек. Первый победитель Казахстана на Гран-при Prime Tech Creep. Вообще Ереке монстр. Идеальный боевой грэпплинг. Прям суперский. Я считаю его самым порядочным и культурным бойцом. Не просто бойцом, а просто человеком. Он очень порядочный молодой человек. Тарас, клуб «Гладиатор». Также по порядочности, допустим, да, хороших, кого бы я еще выделил бы. Кого вы вспомнили? Слушайте, честно вам скажу, все относительно Ермека Тлауова как-то все меркнут. Честно почему вы именно его назвали? Я его не знаю. Можете чуть-чуть рассказать? Нифига себе, Ереке, это вообще монстр, это звезда Лашпрайда, во-первых. Я же говорю, он первый казах, который выиграл Prime Tech Creep в России. Это было Гран-при. То есть тебе недостаточно выиграть одну схватку. 3 схватки, по-моему, он выиграл. Это первый чувачок, которого транслировали в прямом эфире в Москве из Казахстана. Он очень-очень хорош, но он уже завершил карьеру. Но вот именно вы же человеческие качества отмечаете? Да, он мне по человеческим качествам, он очень мне импонирует. Дальше, кстати, да, если брать Каршыга Даутбек. Каршыга Даутбек, очень порядочный молодой человек. Тоже, опять же, я сужу с той точки зрения их отношения ко мне, к себе, да. Допустим, как я его вижу, Каршыга Даутбек всегда ко мне с уважением относился. Кто, допустим... Почему вы из Найза никого не называете? Потому что нельзя быть на свете красивой такой, Виктория. Хорошо. Кого из Найза я сейчас так возьму навскидку?
Просто я вам называю тех, с кем я близко общался, допустим, да. Был потом определенный момент времени, когда я разочаровался в бойцах вообще абсолютно, конкретно. И о максимальном, наверное, 99 в степени N+1 бойцов. Недавно мы общались с моим коллегой Данияр Каримжан. Он, на мой взгляд, лучший специалист Казахстана по боксу. Вот он просто красавчик. И мы что-то короче, общаемся, то все больше, и он такой говорит, знаешь, говорит, мне один раз, говорит, тренер сказал, один тренер, говорит, говорил, спортсмена куда ни целуй, везде жопа. Это максимально отражает действительность. А профессиональный боец – это эгоцентричный человек во всех отношениях. Вот говорят же, вот там, допустим, в жизни там ты повстречаешь и ложь, и предательство, и измены. Вот это все я повстречал вот именно в среде бойцов. Я не верю бойцам вообще. Ни одному слову бойца не верю. Я его слова воспринимаю. Он мне говорит, я да. Но так, чтобы сказать, то, что я сейчас пойду с этими деньгами получу в банке кредит, нифига подобного. Ни одному слову бойца. А боец что может сказать? Вот что он может сказать? Я проиграл, потому что со мной несправедливо поступили. Я проиграл, потому что, короче, знаешь, там, я не смог прийти, вот моя записочка от мамы, от папы, у меня освобождение, там, есть проездной, да, вот такие у него слова, почему он проиграл. Либо он выиграл. Почему он выиграл? Потому что, потому что он лучше всех, да, несмотря на то, что он когда шел, и мизинчик, там об шкаф, ударил, несмотря на эту величайшую боль, он победил. Да, вот это вот. И я бойцам вообще не верю. Это не означает то, что я к ним плохо отношусь. Это их работа. Я вот отношусь к ним как будто... Это чисто его, он здесь зарабатывает деньги. Вот и все. Но вот там то, что... Все остальное, конечно, я не хочу уже говорить про это, но... Вот обман, предательство я видел здесь. Вот именно в бойцовской среде. Самое жуткое. И вот я вам скажу. Я 100% уверен. Сейчас прям вам такой инсайт дам, Виктория. Только вам, Виктория. А вот есть вот зал, да, вот один зал. Допустим, Дартим Про. Возьмем Дартим Про. Вот там вот есть какая-то определенная коллектив. Они тренируются, они работают. Я вам 100%... Вот Фаниль Рафиков, 100% даю, они не рады его победе. Да прям. 100% даю. Они могут говорить, что они за него рады. Я говорю не про тренерский состав. Я поняла, про сокомандников. Да. Никто не рад его победе. Но, может быть, это какая-то... И Фаниль Рафиков не будет рад чужой победе. Я в этом уверен. Это здесь просто обычные... Там потому что обычные люди. Они ничем... Каждый хочет завоевать свои и высшие... у каждого есть зависть. Да. Баста. От этого никуда не уйдешь. В любом коллективе так. Но разве это мешает радоваться победе другого, если ты сам... Пускай, я вам просто говорю, как есть. Хорошо. И вот когда просто на это смотришь вот именно с этой точки зрения, все становится легко. Вот для меня вообще просто все становится. Я поэтому с бойцами вообще не дружу. Ни с кем. Вообще ни с кем не дружу. Я стараюсь не дружить даже с тренерами. Вообще стараюсь не дружить. Потому что это, ой, господи, боже мой, сколько мне звонили. Пожалуйста, убери этот бой. Пожалуйста, убери это у себя, это интервью. Я тебя очень прошу. Сколько было таких звонков? Не буду врать. 2 раза я убрал. Кстати, я даже слышала, что вам прям угрожали физической какой-то расправой. Это правда? Вам говорили, что я это найду. Это больше гротескно все-таки, знаете, там больше какой-то запуги, но я уверен, то, что какие бы, так скажем, у бойца все равно, видите, боец, давайте я сейчас такую тему скажу, да? Тот, кто угрожает физической расправой, боится физической расправы. Человек, который угрожает вам нанести какой-то физический вред, он боится сам этого физического вреда. А не знаем, с кем я двигаюсь.
Они никогда на этот риск не пойдут. Это не означает то, что я уверен, завтра, если со мной что-то произойдет, мне никто не поможет. Я прям в этом уверен. Но они думают по-другому. Такая тема, ну, мне кажется, очень сенситив. То есть... Sensitive, окей. Чувствительная. Мне кажется, вот знаете, вы вызываете, точнее, неоднозначное мнение. Вот после того, как вы стали появляться на YouTube-канале Найза, я читаю комментарии. Но нет человека, который бы не написал что-то нейтральное. Нет, кому-то вы очень нравитесь. Кто-то пишет, наконец-то Сула принес какой-то, он говорит правду. Да, кому-то ваша правда не нравится. Но это правда, а правда не всегда сладкая. Но, я бы сказала, не знаю, там в процентном отношении 70% все-таки это хейт. Сережка, что он несет? Столько я прочитала хейта. Вот честно, даже мне как-то, дискомфортно. Я не представляю, что вы чувствуете. Но я смотрю, у вас какая-то бронь уже наросла. Вообще нормально. Да пускай говорят. Господи. Как это? Как? Вы не хотите, окей. А правда, выйти сказать, вы не правы. Ты 16-летний щегол, который написал беспонтовый комментарий обо мне, или ты там идиот, который сидит и не знает, чем заняться, смотрит, бесплатно. А у вас нет триггера, за что вас можно зацепить? Вот извините, я скажу честно, вам же пишут, что и гей, латентный, там, Сережку проколол. Даже хуже слова. Вас это вообще не цепляет? Почему мне должно цеплять? Почему мне должно цеплять мнение какого-то, я же опять же говорю, конченного человека? Вот я просто представляю, вот так, давайте представим. Вот написал какой-то чувак. Да они даже пишут, что некоторые там, это долбоеб, не издеваться, не деваться на пас. Это мягко. Мне пишут такое. Я просто представляю, вот я сказал эти слова, я сделал, допустим, какой-то рилс или сделал видео, и я получил вот такую вот реакцию. Я начинаю просто размышлять. Так, давай. Вот я вот это вот сделал. Слушай, я не оскорбил его маму, не оскорбил его папу, не оскорбил его какие-то мнения. Почему он такой вот написал? Какой это может быть человек? Давай просто представим, что это за человек, и из этого будет следовать, стоит ли на такого Далвича обижаться или вообще как-то эмоционировать. Я понимаю, что он просто непонятно кто. Почему я должен на него тратить свою энергию? Но вы всегда так философски к этому относились? Или все-таки вначале вас это цепляло? Конечно, это все триггерировало. Конечно, это все убивало. Я там и доказывал, и вам не хотелось найти там и доказать? Что я сделаю? Мне, один раз Диас Кабдулов рассказал, я не знаю, Диас можно это говорить, в общем, историю, как когда он просто увидел человека, какого-то маленького щегла. Который писал негативный коммент? И он говорит, я развернулся и ушел. А что, говорит, я ему сделаю? Что я ему? Этот щегол даже не понял, что вот сейчас смерть его стоит возле него. Он этого даже не понял. Он говорит, я на него посмотрел, я понял, а что я, говорит, ему сделаю? Что? И я, хорошо, найду я этого чувака. И что я ему сделаю? Хорошо, если это какие-то диванные аналитики, которые просто вот такие из этой категории, но я уверена, что были и бойцы серьезные, которые, вас просто не любят, мягко говоря, и хотят с вами разобраться. А что они могут сделать? Хорошо. Не знаю, окей, мы не будем говорить, что они будут вас там как-то физически трогать, но, не знаю, там, давление какое-то на вас морально оказывает. Я не знаю, как это происходит, но люди, которые пишут, даже не пишут, а я чувствую, что если со стороны бойцов к вам негатив очень большой, вы не боитесь просто, что это может дойти до какого-то там морального давления? Или вам... как вы с этим вообще живете? Прекрасно живу. Я же говорю, во-первых, то, что я с бойцами не дружу, это не означает, что я с ними враждую. Но у вас и нейтралитета нет или есть? У меня абсолютный нейтралитет. Вообще просто. Я же говорю то, что у меня дружбы с бойцами нету. Это понятно. У меня хорошие приятельские отношения буквально с несколькими. С несколькими тренерами у меня буквально приятельские хорошие отношения. Почему? Потому что я уже понял. Им нельзя верить. Все, что они говорят, извините, пожалуйста. Давайте конкретно. За Сережку мне говорили, что там чуть ли не Жалгаз Жумагулов хотел вам за Сережку что-то спросить, да?
Я не знаю, как это правильно сформулировать. Спросить, наверное, да, что это было? Это их комплексы. Это их комплексы. Это не мои комплексы. Это серьга у казаха, у мальчика, единственного сына в левом ухе, означает как раз-таки, что он единственный сын. Угу. И когда сюда пришел Советский Союз, они эту добрую национальную традицию уничтожили. Много культурного достояния было уничтожено. Те люди, которые говорят мне про эту сережку, они до сих пор живут правилами и законами того государства, которое уничтожало вообще просто здесь все. Они до сих пор там, в Советском Союзе, живут по понятиям Советского Союза. У них чисто нашего национального, кто предъявляет за это, мало чего есть. Вот я скажу так. Ну, потому что сейчас большинство считает, что если серьга в ухе, что-то означает не это, про что вы говорите. Что? То, что я гомосексуалист, да? Пассивный гомосексуалист, да? Любитель. Ну, пускай думают, что я могу сделать. Ну что, я теперь буду каждому, доказывать. И вы эту сережку завещали, как сказать? Я ее вообще завещал. Жако, а она до сих пор твоя, братан. Это она, То есть вы завещаете эту сережку Жалгасу, потому что он за нее спрашивал с вас? Вот просто понятие, что значит спрашивал? Ну, сказал, что это не знаю, что-то неприятное он сказал по поводу этой сережки. Они хотели все вырвать ее прям с ухом у меня. Многие, не то, что они, не знаю, насколько они этого хотели сделать, но они это озвучивали. Это было озвучено не в грубой, не в угрожающей форме. Это было озвучено как шутка. Вот. Как шутка, как прикол. В этом плане да. Один раз это дошло просто до жесткой темы, и я наехал. Я вот конкретно в ту сторону, сказал: вы что, парни, алло, все придите. И после этого они уже ничего мне об этом не говорили. Вот. Я не буду говорить там эпизод, там был просто жесть была полнейшая. Я жестко наехал. На Жако я прям наехал. Я сказал: ты что, парень? Но я не буду уточнять, в чем там была тема, но после этого все прекратилось. Но я сказал то, что оно будет твоя вообще. Ну и вот эта сережка, она же до сих пор в комментариях. Обязательно кто-нибудь про нее упомянет. Всегда. Ну классно же. Вам же классно от этого. Комментарии, что пишут, да, классно. Да, вам тоже классно? Я вообще, Виктория, господи, я же еще... Ну вот как вам, допустим, сейчас сказать? Вот смотрите, Виктория. Ой. Ну вот написал он, что я гей. Да, допустим. Ну стал ли я от этого геем? Нет. Ну и все. У нас сегодня беседа строится, знаете, по такому принципу. Я говорю, что я вас слышала, какие-то мифы, стереотипы, не знаю, слухи, сплетни. Вы опровергаете или подтверждаете их. Супер. Еще один слух, миф, стереотип, что у вас была очень бурная молодость на самом деле. Давайте поподробнее, что вы имеете в виду? Ну, что вы вели активный образ жизни, так. неспортивный образ жизни так. и употребляли запрещенные вещества. На какие, например? Я не знаю. Угу. Ну, запрещенные это не алкоголь имеет. Опиаты я никогда не употреблял. Опиаты это уж точно. Я тусовался на Гоа. Вот все, кроме опиатов, я все попробовал. Вау, это были самые прекрасные годы в моей жизни. Мы против наркотиков. Офигеть. Я прям вспоминаю с такой любовью и теплотой. Но это все в прошлом, конечно же, да. То есть это правда? Конечно, правда. Ну как можно быть в Алмате, как можно двигаться в Алмате, двигаться по клубам АУ, Тоси-Боси и вообще пить молоко? Ну, кто-то просто пьет коктейли и веселится. Или кто-то вообще не пьет. Разные же люди бывают. Кто-то в клубы даже не ходит. То есть у вас в молодости, я так понимаю, все-таки была такая... У меня была чисто алматинская молодость. А вы из Алматы? Такая, да, я родился в Талгаре, но практически все здесь. И тусили по клубам? Конечно. А как не все? Я в универе учился, как вообще и после универа, как это вообще без этого? И самые красивые девочки в Алмате по любасику, и у тебя все, туса, шмуса, все же идет. Как вообще без этого? Слава богу, что это все уже позади. Вот, но
Это были лучшие годы моей жизни. А на Гоа вы прям жили? Или зимовали? Ездили, зимовали просто на отдых? Не, конечно, на отдых там у меня максимально один раз я был, по-моему, 30 дней. Супер. Я не буду спрашивать подробности. Каждый додумает. Но мы против наркотиков. Давно вы не употребляете? Я давно не употребляю. Вы как-то странно ответили, как будто бы есть еще «но». Не, почему? Я просто не хочу говорить, сколько это прошло. Я Ну, просто говорю, давно, да, давно. А как мачился вот этот ваш образ жизни с интересом к ММА? Хорошо? Или это позже появилось? Абсолютно никак не мешало. Да? Я считаю, вообще не мешало никак, вообще супер было. Это же все-таки спорт, какие-то ценности чуть другие. Мне кажется, норм. А чем она мешает? Ну, тусить в клубах и писать о спорте, ну, для меня как-то чуть-чуть разная система координат. Я вообще не воспринимаю ММА как спорт. Почему? Я его воспринимаю как зрелище. То есть для вас это больше шоу? Для меня это просто максимально офигенное место. Просто суперское место, от которого я дико тащусь. Воспринимать там как... И я воспринимаю это вот вы парни, вы там вот самые, вы бойцы. Вы делаете свою работу, а я буду делать свою тему. И все. Я не воспринимаю то, что спорт там... Ну, ладно, сколько там два раза в день тренируется. Ну, тренируюсь 3 раза. Ну, окей, для меня это вообще по барабану. Для меня не будет не по барабану, если он проиграет. Я скажу, что ты не тренировался. Ну, ты ни хера не готовился, вот ты проиграл. Вот и все. Расскажите, как вы познакомились с Нурбеком, как попали на первую найзу? Бля, в Харабало я вот, короче, познакомился, когда Жако проиграл. Офигеть. Когда Жако проиграл Асатряну пояс. Какой это год был? Боже, какой это был год? 15 или 16? Харабало еще тогда волосатый был, короче. Там даже не пахло каким-то там лысиной. И я как-то его, короче, про него слышал, короче. Нет-нет, видел мы. Там салам, вот так вот проходили, но ничего такого не было. И там, когда, короче, подняли руку Асатряну, там вообще просто жесть, короче, значит, была. Потому что там вот эти актюбинские джигтеры, короче, приехала толпа, короче. В Астане это было. Актюбинская бригада приехала, короче. Ахтауские пацаны были. Там местные джамджики еще двигались. И тут, короче, поднимают руку Асатряну. И вот там был момент не такой, как в Октаву. Помните, да, когда с этим... Когда с этим Магомед Блин, как же фамилия-то? Господи. Чемпион Найзы. 87-7. Гасанов? И Самандар Рузматов. Когда там раз, там забежали, короче, нереальные чувачки, короче, и все раз там не такая тема была. Там драка была? Там тоже? перевес, короче, серьезных пацанов был в раза 4 больше. И там они еще назвали, вот что прикол, они назвали, короче, чувака, одного из судей, который отдал победу Асатряну. А это был наш астанинский парень, я его знаю тоже. И там ситуация выходила просто из-под контроля. То есть вот это вот чуваки, и там вот, я еще помню, там Айбек Агай стоит, вот Айбек Агай, он стоит, и за ним толпа, и он все, тут главное, алло, что, вот так вот. Там просто жесть была. Я с камерой, короче, стою, у меня здесь соньковская камера, короче, штатив. Я вот на эту зону, короче, поднялся, и вот она клетка, да, и я оттуда стою, смотрю, короче. И мне Харабало орет, короче, я Сула. Я такой, раз, чук-чук, ты дошел, так, он говорит, не снимай. И там вот это вот, его слово, вот это вот, да, его просьба, не снимай. И вот вокруг, короче, вот то, что вот эти ОМОНовцы стояли, у них всех, короче, здесь вот настроение упало. Потому что это уже понятно все было. были поняли, что здесь будет сейчас просто все замес.
Там этих ОМОНовцев вообще никто вообще ни во что не ставил. Там серьезные пацаны были, которые готовы были просто вынести всех просто здесь. ОМОН, не ОМОН, короче. И вот так вот мы, типа, короче, с ним познакомились. И что было? Вы так интересно рассказываете, я представила эту картинку. Там была картинка, которая была прям, она очень-очень близка была просто к жестокой, просто жесточенной драке. Но все обошлось. Ну вот старшие наши товарищи, вот Айбек Агай, как я понял, тут они все это все предотвратили. Там потому что была команда, не буду, ладно, которая чуть не попала. И в конце концов, в общем, Асатряна вывели. И вот так вот, к сожалению, Жако тогда проиграл. И вот тогда вот мое такое знакомство с Харабалой случилось. И как-то после одной жесткой, конкретной гулянки под утро, короче, мне звонит Харабала. Я такой не понимаю, алло, кто? Он говорит, это я, Нурбек Харабалаев. Я говорю, да. Он говорит, помнишь же меня? Я говорю, да, помню, сам просидел, бля, кто ты, Вася, блин? Че мне звонишь по утру, короче, непонятно. Он говорит, братан, говорит, у нас, говорит, тут будет, я не помню, какой-то 18 или 19 год. Он говорит, у нас тут, короче, будет турнир. Прилетишь в Актау. И я такой, раз. А что за организация? Он говорит, Найза. А я про Найзу слышал. Я раньше двигался только Алаш Прайд. Я был в Алаш Прайде. Потом вот Нурбек Калтаев, Нурлан Калтаев меня приглашал на Абадан. И Жекпи-Жек. Все, больше я ничего не знал. Я говорю, ну давай прилечу. И я, короче, полетел. Они мне взяли билет, короче, я еще помню. И за неделю они мне взяли билет. И вот мне надо завтра улетать. Я в хламину, короче. Просто вот мы сидим на какой-то хате, короче, у моего кента сидим. Тут все, короче, у нас есть, короче, все. Там вообще движняк. И я понимаю, что мне надо скоро, короче, улетать. Я ему звоню, слушай, говорю, Нурбек, а можно поменять, говорю, билет? Давай, я говорю, на Амстердам не прилечу, я прилечу. Я оттуда услышал то, что его непонимающий такой голос. Не, братан, нельзя, короче. Я говорю, ладно, прилечу. И вот я прям офигенные тусы встал и в никаком состоянии 3,5 часа летел. И вот мой первый турнир. Ну, там было, конечно, классно. Я сразу же увидел совершенно другой ММА. Там была абсолютно другая тема. Для себя я отметил идеальное судейство. Не такое, какое было здесь однозначно. Совершенно другой уровень бойцов. И, кстати говоря, этот уровень бойцов остался там. Для меня очень немножко странно, что они, когда прилетают сюда, вот эти вот актауские, вообще западные пацаны, большинство из них уже не показывают тот уровень, который они показывали там на Найза в Актау, в частности. Почему-то. Ну, вот есть такие бойцы, оказывается. Но это было... Нурбек говорил, что вы вообще первый, кто снимали турниры на телефон. Да, у меня еще, короче, они вообще не снимали, я был в шоке, короче. Я был в шоке просто. Как вы не снимаете? Думаю, он говорит, не снимай. Я вот на мобилу встаю, бах, у них еще свет, короче, старый какой-то конченый свет, короче, весь вообще, короче. И я вот так вот все снимал, вот так вот ходил, вот так сверху. Прикольно было, прикольные времена. Гостиница «Апельсин», в которой я останавливался всегда. Да. Классно было. Теплый, хороший город Актау. Люблю Актау. Как вам последние турниры в Актау летние? В Актау. Так, давайте. Там у нас кто главный бой был? Там как раз произошла вот эта потасовка. Нифига себе. На последнем Это было именно то видео. Каждый турнир, который я вот езжу куда-нибудь или снимаю, в каждом турнире есть самое главное видео, которое ты снимаешь. Самое главное. И вот эта вот потасовка была именно то видео, ради которого я, получается, сюда приехал. Отвечаю. Помните, в Актау еще, когда приезжал Хабиб, тоже было видео, которое нашумело на весь Казахстан? Кстати, оно там несколько лямов собрало. И в разных пабликах. Да. Я в шоке. Бывают такие видосы, бывают. Но тот турнир мне совсем не понравился. Какой? Вот, когда был совместно с Иглсом. Да? Да. Вообще мне не понравилось. Абсолютно. Жара была просто какая-то убийственная. Это раз.
И, во-вторых, я не знаю, я Карабале всегда говорил, хватит, короче, тебе с кем-то вообще какие-то коллаборации делать, с ним делать какие-то совместные турниры. Ты по-любому делаешь в миллион раз лучше, чем они все вместе взятые. И потому что, вот, допустим, Eagles, ну и что они там показали? Не особо интересно вообще, абсолютно. И еще при том они, типа, короче, сюда не ходи, здесь, короче, не делай, здесь не стой, здесь не говори, здесь не дыши. Вот эта тема, конечно, немного раздражает. Я понимаю то, что ты, если кого-то там гоняешь, который действительно мешает провести турнир, но я более-менее себя считаю профессионалом, я знаю, где стоять нельзя, я знаю, где, чего делать нельзя, чтобы навредить турниру. Чтобы турнир плохо пошел, я вот знаю, что нужно сделать, чтобы этого не делать, так скажем. А там больше были люди с меньшим опытом, чем у Найза. Однозначно это было видно. И поэтому я всегда Нурбеку говорил, не надо никого делать, звать. Делай все сам, супер. Когда сам... Я говорю, самые лучшие турниры Найза – это именно те, которые Найза делает сами. Совместный турнир – вата, короче, получается. С Урал FC вам тоже не понравилось, когда Дацик с Галамом дрался? Нет. Нет, я же говорю, лучшие турниры Найза делают в одиночку. А скажите, вот самые, ну, давайте, топ-3 запоминающихся, ну, даже не турниров, вот моментов с турниров, которые вы сейчас можете назвать, Найзы. Жуман Жумабеков. И Ухо. И Айжигит. Когда Жуман в нокаут тоже? Вообще просто есть. Вообще просто какая-то... Этому чуваку сколько... Кто только не орал, короче, Жуману. Кто только ему не кричал, подними руки. Похеру, короче. Есть же пер. И в конце концов лови. Фашист гранату. Офигеть. Да, он мне рассказывал на интервью про этот момент прям... Вообще, что он просто завелся и не слышал вообще, ничего. Это прям вот у меня отложился этот турнир, вот этот момент прям, я его никогда не забуду. Зла не хватает на Жумана в тот момент. Так, и, наверное, еще что? Наверное, так, сейчас вам скажу. Ну, конечно же, вот турниры, где участвует еще Нурбек Абдрахманов. Мне вам нравится. Он прям нравится? Они... А чем вот он вам нравится? Очень многие говорят про Нурбека. А что говорят? Ну, что хороший боец, но интересно, почему. У него обалденнейший характер. Это человек, который побеждает характером. И вот последний поединок его против Вандерлея показал, что он еще, помимо того, что вырос как еще и в технике своей очень сильно добавил. Совершенно другой Нурбек Абдрахманов был. Его поединки. Вот этот вот, кстати говоря, турнир мне тоже очень сильно понравился. Вообще в каждом турнире можно, если проходит 3, ну максимум 4 бывает, но в основном 3 поединка бомба должны быть. И все остальные, может быть, шлак полный, на них не обращаем внимания. Но вот 3 поединка должны быть офигенными. И тогда можно сказать, что турнир удался. Найза в основном... Бывает то, что и 3 поединков не бывает, но в основном она вот эту вот, так скажем, статистику держит. А вы считаете себя объективным в отношении Найза? Или все-таки из-за вашей лояльности, дружбы с Нурбеком, из-за того, что вы, часть Найзы, вы не можете быть объективным? Абсолютно объективен. Абсолютно объективен. Сейчас Найза занимает в Казахстане просто наивысшую точку. И я думаю, не только даже в Казахстане. Одно то, что... просто здесь надо смотреть вот объективно, кто к нам приезжает, какие к нам бойцы приезжают, какого уровня бойцы к нам приезжают. И мы уже можем сказать, какой уровень Найзы. Допустим, есть исключения, я об этом скажу. Но раньше можно было прийти в Найзу, да и сейчас. Да? Допустим, не в Найзу, а в любой другой промоушен можно прийти одному человеку, и стать чемпионом этого промоушена. Спокойно. С Найзой сейчас такая тема не проканает вообще. Ты должен прийти с конкретной командой, ты должен готовиться прям под этого чувака конкретно, ты должен выучить, у тебя должен быть свой тренер по фитнесу, свой тренер по борьбе, по грэпплингу, по ударке. То есть и у тебя должен быть четкий план, ты там должен держать правильно свою диету. Если этого всего нету, тебе в Найзе чемпионский пояс вообще забудь. Потому что только командная здесь идет. Поэтому, допустим, если мы возьмем тот же Еркан Куш. У нас, 80 или 90% поясов. Потому что они работают командой.
У них там прям команда, я многих там знаю. У них есть и диетолог, у них есть и по борьбе, у них есть и по... Даже есть... Был, по крайней мере, раньше Северной Корее, у них был специалист, тренер по тэквондо. То есть даже вот, то есть у них прям это все супер. Ну и, естественно, там во главе стоит мозг, просто мозг. Это легенда, это наш ответ, вообще, можно сказать, российскому, дагестанскому Абдулманап Нурмагомедову, Иман Болсун. Вот, то есть это величина именно такого масштаба. Просто гениальный тренер. Гениальный. Я иногда с Айбек Агай просто в шоке, что он вытворяет. У вас никогда не было с ним конфликтов? Ну, в смысле, споров каких-то. Вот вы же высказываетесь. Я не хочу об этом говорить. У меня вот об этом не хочу говорить. Хорошо. Тогда вот мне интересно, ну, раз мы уж начали... Но Айбек Агай я прям люблю. Айбек Агай это прям Агай, старшак. Я этого человека прям люблю. Агай, обнял вас. Раз уж мы начали про клубы говорить, по вашему мнению, что сейчас происходит с Тобет Топ-Тим? Я слышал, что у них кончились деньги. Но остался Диас Кабдо. И они консолидируют все свои возможности, все свои силы. Вокруг Нургажаева? Вокруг нескольких бойцов. Не вокруг всех. То есть, типа, уже, короче, пришлось подзатянуть пояса. Вот, если так говорить. Я слышал, что так. Но не знаю точно. Сказать не могу. По вашему мнению, почему никак не состоится бой Самандар и Гасанов? Что с Самандаром? И верите ли вы в то, что этот бой все-таки состоится? Оно вот так вот выглядит, как будто бы, короче, и не просто выглядит, а по факту, если мы посмотрим, то все срывы из-за Самандара. Да. Это вот по факту. И каждый все, что хочет, может говорить, и в какой-то степени, потому что есть такие факты, в какой-то степени он имеет право так сказать. Да? Но я не знаю. Вот я вам скажу так, потому что Самандару 23 года. Кажется, вы про него говорили, что у него очень большое будущее, что вы всегда ставку на него делали. Да. Я вообще ставлю на любого чувака, кто меньше 25 лет, который показывает хороший результат, потому что все-таки, если мы берем, что Олимп нашего, так скажем, обожания, это все-таки UFC, и туда прийти просто так там и сразу же, опять же, взять чемпионский пояс не получится, нужно потратить какое-то определенное время. И, допустим, если мы скажем то, что 5 лет, в 25 ты туда попал, плюс 5 лет, где-то к 30, к 32 мы ждем от него пояса. То есть, а если ты попадаешь в 30 лет, типа... Сложнее нам. Не просто сложнее, наверное, как-то это все-то это самое. Я даже не знаю, кто там в 30 лет в UFC попал. Ужаса нету, да? Кто в 30 лет попадал в UFC и становился чемпионом? В современной новейшей истории есть такие леса? То есть сомневаюсь очень сильно, что такие чуваки вообще существуют. Мне вообще, мы, короче, один раз, когда совместный турнир, кстати говоря, был, Ассоциация боевых искусств, вот со стороны Ассоциации боевых искусств выступала как раз-таки Найза. И тогда это была Горилла. Еще не Игл, а Горилла, короче. И Хабиб, и Ватерау, короче, проводили. Тогда там, кстати говоря, дрался Руслан Сариев. Прям офигенный поединок показал. С надеждой Абдулманапа Нурмагомедова, который прям на этого чувака, он надежду укладывал. И Сариев его, иди сюда, 3 раунда, но он выиграл. Тогда и Даурен Ермеков тоже дрался, выиграл. Блин, суперский был турнир. Хабиб, короче, был. И тогда нас, короче, пригласили. Булат Бушанов пригласил нас, короче, в гости. И я технично, короче, на хвост им падаю. Сагындык Никеева еще подхожу. Сагындык Агай тоже, наш большой агашка. Я говорю, Агай, ну как бы так не припасть бы кому-нибудь на хвост. Он говорит, двигайся с нами. И я, короче, за Сагындыком, короче, раз. И вот мы сидим в компании, вот Сагындык был, я был, Булат Бушанов, который нас пригласил, Абдулманап Нурмагомедов и Дауренбек Жакаев. Да, вот, знаете, Дауренбек, это один из лучших рефери. Сейчас он в Алаш-Прайде. Одно время, кстати, он в Найзе был. И вот тогда... еще Нурбек Карабала. Господи, слона-то я не заметил, да? И вот тогда Абдулманап сказал такую вещь. Вот
Пацаны от 25 лет, я вообще на них, говорит, не смотрю. 18, вот, говорит, от 18, 22, 23 максимум, говорит. Остальное все поздняк. Поздняк. Поэтому в UFC чемпионский пояс я прям очень надеюсь, что принесет Казахстану Бекзат Алмахан. Да? Да. Его возраст, по крайней мере. Ну, это статистика, почему да, не хоть особо? и самая лживая наука, пускай это будет так. Но Бекзату сколько, 25, по-моему, нету? Или То есть 25 вы конкретно? думаете не Асу, а Бекзат? Да. Вот это сенсация сейчас Зачем была. сенсация? Я всегда так говорил. Да? Я не слышу. Ну, я... Мне кажется, не то- просто нет, by default Асу. Нет. Я желаю победы Асу. Я думаю, что у него получится. Но возраст есть возраст. Это то, против чего ты не Это пойдешь. эйджизм. Это эйджизм, это придуман вообще, по-моему, термин теми людьми, которым нечего вообще аргументировать. Кстати, про возраст. Вот Нурбек вас всегда подкалывает. Там, Да, мне 61 или 62 сколько, года, да. да. Вам... ну, Вы нормальный, говорят. вас это не задел. Вам сколько лет? Давайте с этого начнем. У женщин не спрашивают. Мне 46. Угу. Да. Мне Ну, 6. Карабалай не совсем-то и младше меня, на самом деле. Он просто чуть-чуть меня младше, и поэтому, короче, здесь это его триггерит. Вы себя на свой возраст ощущаете? Да. Или- Да? Именно на 46. А как в 46 себя ощущает мужчина? Офигенно. Супер. Супер. Лучше, чем в молодости? Это когда ты ходишь, короче, регулярно к врачу и тащишься от того, что результаты твоих анализов идеальные. Вот я так себя чувствую. А вы так делаете? Конечно, по-любому. Раз в полгода чекап делаешь. То есть последствия вашей бурной молодости не сказались на вашем здоровье? А вы придерживаетесь сейчас какого-то здорового питания, здорового образа жизни, ходите в зал? Ненавижу спорт. Говорит человек, который... Отвечаю, клянусь, ненавижу Пишет о вот это вот. спорте. Я себе заставляю делать зарядку. Без 10:05 утра у меня подъем, в 21:30 у меня отбой. Прям строго вы так? Строго, да. И я не кушаю после обеда. Интервальное голодание? Или просто? Ну, после? для меня это уже не голодание. Я утром завтракаю, в обед обедаю и баста. И потом до завтрака. Да, и могу там банан, яблоко, что-нибудь такое зажевать, и все. И без сахара. Сладкое И, вообще. к сожалению, без наркотиков. Ну нет, не говорите так. Мы, еще раз говорю, против наркотиков. Давайте вернемся еще к турнирам. Я вспомнила один случай, мне тоже коллеги рассказывали о том, что как-то вы еще и в роли ринг-анонсера выступали. Бля, это вообще, короче, есть. Ёпты, гадыть, короче. Что это был за случай, который все вспоминают именно такими словами? Короче, была одна татешка, короче, да? Как ее звали? Господи, как? Азиза. Газиза, короче. Почему татешка? Мне кажется, она была молодая. Была, Опять эйджизм. короче, одна татешка. Ну, поверьте мужчинам. Была одна татешка. Ну, я же не говорю, что она была агашка. То есть, ну, типа, без сексизма. Хорошо. Была татешка, Газиза. Только эйджизм. А она мне, короче, звонит и говорит: Сула, у нас, говорит, вообще нереальный трабл. Я говорю: что за трабл? У нас, говорит, нет ринг-анонсера. Кроме вас некому. Я говорю: в смысле, кроме меня некому? Ну, пойдите тому, пойдите сему, там, т.д. т.п. Она говорит: нет, нужны вы. Все отказались. Я: ну ладно. И, короче, я замутил, короче, я сейчас вам даже скажу, кто выходил. Выходил Гамлет Асланов. И я, короче, сказал: Гамлет Асланов, команда Орлан Протим. А там, короче, шеф. Я такой раз, потому что... И, короче, ну там было много косяков. Но это был... Говорят, вы были выпивший И я всегда выпивший был. в те годы? Да, да. То есть вы приходили на турниры? Да, я вот набирал, короче, вот это... Бутылка кока-колы была пол-литровая. Да. Я где-то половину выпивал. И коньяка туда. Фанау. Осуждаем. И жизнь была вообще просто прекраснейшей.
А скажите, как... Ну, то есть это же долгий период вашей жизни. Как вот вы все-таки нашли в себе силы остановиться? Это же, ну, мне кажется, это важно озвучить. Что вас мотивировало? Это очень интересная история. Придется, наверное, рассказать вам. Конечно, рассказывайте. Мы для чего беседуем? Чтобы все инсайты знать. Как-то после одной очередной попойки я возвращался домой. И это была вот кромешная тьма. Вот клянусь, отвечаю. И вот я иду, еще ни одной собаки, ничего, короче, нет. А я в частном доме живу. Я, короче, выпишемся, я понимаю, что за нафиг? И вот сверху, короче, луч. Прям такой яркий луч. И я слышу вот прям... Бог говорит со мной. Говорит, Сула, завязывай. И я завязал. Я верю в такие вещи, но мне не кажется ли вам, что это была какая-то белая горячка? Нет. То есть вы... А вы верующий человек? Да. И после этого вы как-то стали интересоваться глубже, там, религией? Вы просто перестали пить? Я после этого просто перестал пить. А интереса не появилось, что это было? Или, ну, что-то вот в эту сторону? Нет, я не стал углубляться. Я думаю, достаточно будет того, что я брошу пить, а то вдруг еще опять такой же луч и скажет, брось курить. Курить я буду, да, но пить не брошу. Но курить вы не хотите бросить? Курить? Что я вам такого сделал, Виктория? Я не луч. Я просто Да что вы спрашиваю. меня так не любите? Я же помню, вы же даже штрафы платили в самолете за то, что курили. Ты гадыть, это вообще, да? Вы же со мной туда летели, да? Мы же с вами вдвоем возвращались. Не вдвоем, еще и Казбек с поясом летел. Офигеть, вот это было, конечно, кино и немцы. Да, было и такое в моей жизни. Приняли меня с самолета прям менты. Но вы даже после этого не перестали курить. В самолетах перестал. У вас еще есть один канал, я хотела о нем поговорить, «Эффект наблюдателя». Да. Я вам до начала записи сказала, что мне очень нравится это название. Да. Честно, я не смотрела полностью ни одно видео, но я просмотрела плейлист. Но одно вы посмотрели полностью. Нет, я не посмотрела. Но одно... Я вам его скидывал. Вы очень просили. Я вам его скинул. Я просмотрела... Секреты женского оргазма. Я посмотрела плейлист. Так. И у вас очень разные гости на вашем подкасте. Так. Скажите, классный заголовок «Эффект наблюдателя». То есть вы можете приглашать разных людей. Но все-таки концепция какая этого канала? То есть кто может стать его гостем? Это может быть отсидевший человек, это может быть такой-то экзорцист, сквиртолог. Как вы их подбираете? То, что мне интересно. И то, что, как мне кажется, будет интересно зрителям. Большинству. А вот вы пришли к этому, потому что вы устали от ММА? Ну, у вас же канал, это целая работа. Я представляю, как вести и Инстаграм, и Ютуб, наш боец, да? Это же очень много времени занимает. Да, поэтому я сейчас приостановил, и, скорее всего, будет... как-то я буду пересматривать концепцию вообще эффекта наблюдателя. Потому что я там чуть-чуть сделал одну ошибку, которую я прям увидел, ощутил. И, скорее всего, я буду... Не можете сказать, какую? Я боюсь, что могу ошибиться. Поэтому не хочу говорить, вот, что вот это за ошибка такая. Потому что я с ней столкнулся, и вдруг в один определенный момент просто упали просмотры. И я просто не понял, почему, и начинаю так вот думать, скорее всего, это вот из-за этого. Потому что я уже шерстил, там смотрел аналитику видео, короче, ну там то, что говорили, как, что, почем, что может убить, что может не убить. И я подозреваю, что вот именно это стало основной ошибкой. Я скоро этот канал закрою, и по новой... Не закрою, я просто немножко... В общем, что-то там реформа ждут этот канал, по-любому. Ну, то есть у вас есть потребность, помимо ММА, еще о чем-то другом говорить, да? Слушать, беседовать, погружаться? Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Ну, то есть, смотрите, мне кажется,
тот объем работы, который вы делаете с каналом «Наш боец», он большой. Но вам не хватает этого, вам хочется еще что-то делать, не относящееся к сфере ММА. Это же совсем другие темы. Но они безумно интересны. Да, ну то есть у вас но интерес. смотрите, еще тоже, да, вот вы говорите то, что огромный объем работы. Я не считаю его огромным. Ну, большой, то есть это для Да, и даже я его и не считаю большим. Но это, у вас есть еще работа помимо этого канала, или он вам приносит абсолютно. деньги? Все, мне приносит деньги только то, от чего я тащусь. Все. От чего вы тащитесь? От того, что я не работаю. В найме? Да. Я тащусь от того, что я не работаю в найме. Я вообще в полном восторге. Вот мы говорили о том, что ваш канал – это большая работа. Ну, вы говорите, для меня это не такая уж и большая работа. Мы говорили о том, что я не работаю по найму. В найме, да. Да. Вы работаете по найму? Я работаю по найму. Вам нравится работать по найму? Ну, мне нравится моя работа. А знаете, почему она вам нравится? Почему? Потому что вы не хотите ответственности. Да, наверное. Вот и все. Я не люблю вот финансовый отчет. Вот это. Нет, это не про финансовый отчет. Я сейчас говорю не про финансовый отчет. Про то, как ты себе будешь искать даже не про искать. Хорошо, про что? Искать. Это ответственность, это деньги. Да. Я хочу, чтобы мне просто давали деньги. Не просто за мою работу. Что мне нужно сделать, скажите. Но после того, как я это сделаю, дайте мне деньги. Глобально, да. Все, вот и все. Это как Эйнштейн Только говорил. без того. Не говорите, что мне сделать. Мне ставят цели, а как к этой цели прийти? Это уже какие-то детали. Это, знаете, это из истории эйджизма. Вот, да, я вам просто назвать, вот вы просто все себе придумали эту тему. Какую? Ну, то, что не говорите мне, как это делать, я дойду до этой цели. Если завтра вы достигнете этой цели не так, как надо, или не вовремя, или не так эффективно, вам скажут. Да. Вот и все. И вам не говорят до тех пор, пока вы правильно делаете. Капитализация ошибок будет. Вот. Я не знаю, что это будет. Это работа над ошибкой. Но всегда есть еще один фактор, который нельзя не учитывать. Какой? Вы можете быть замечательны, но тот человек, который вам платит, может быть не замечательным. Да. И, к счастью, я могу себе позволить роскошь работать с людьми, которые мне нравятся. Да, наверное. Я считаю, это роскошь, да. Работать в найме, когда ты идешь на нелюбимую работу, это трагедия. А когда ты работаешь с людьми, которые не нравятся, которые тебя вдохновляют. Не хочу сейчас петь дифирамбы Нурбеку, но это правда, он умеет вдохновлять. У меня никогда не получалось работать в коллективе. Вот это я понял точно. В коллективе вообще у меня не получается работать. Даже если это коллектив, который я собрал. Нифига не получается. То есть вы одиночка? Вообще полностью одиночка. Однозначно. Это прям 100%. Я не смогу, не получается ни с кем работать. А у вас нет там мобилографов, кто вам монтирует? Я все делаю сам. За эти годы, господи, сколько прошло, почти 10 лет. Это было бы вообще просто стыд и срам, если бы я не смог научиться работать на фотошопе, на Premiere Pro, там, допустим, да, я не освоил бы эти программы. Что там еще у нас есть? Там Encoder, Audition. Это было просто кошмар последний вообще. Я себе не смог настраивать свет, снимать на видео. А что тогда, чем я занимался? Но это же вопрос объемов. Да, вы можете все это делать сами, но если вы масштабируетесь... Привычки. То есть даже если вы будете увеличивать объемы, вы все равно будете один или не хотите А зачем мне увеличивать объемы? Ну, какая ваша цель? Вот вы к чему замечательно чувствую себя. Ну, что смысле цель? Профессиональная. Что значит профессиональная цель? Подождите, это же настолько лично. Почему? Я же не спрашиваю, что вы хотите от вашей жизни как человек. Вот, в карьере вы чего хотите? А моя цель жизни напрямую связана. Но карьера же это только часть нашей жизни. У нас есть личная жизнь. Вот, а я считаю, что так не должно быть. Как? Что должна быть какая-то другая жизнь. Ну, вы же не будете отрицать, что мы вот даже сейчас я с вами сижу, разговариваю, но я обдумываю в голове, а какой у меня выйдет следующий видос, и как я скажу. У меня нет времени. Потому что мы с вами на работе. Нет, я везде. Но дверь закроется, вы пойдете на свидание, например. Так. И вы же будете тоже о роликах. Однозначно. Мы же не какой-то примитивный мозг, который там, знаете, там рыбки через 15 минут, который забыл о том, что вообще происходило. Ну, а как же насчет того, чтобы переключать фокус внимания? Все нормально. То есть даже когда вы на свидании... Вы женаты, кстати?
Ну, вы же знаете, Виктория. Я не знаю. Господи. Хорошо. Когда вы идете на свидание, вы тоже Да. думаете о работе? Когда вы находитесь наедине там, с друзьями, с девушкой, тоже думаете о работе? Знаете, Виктория, вот вы в себе конкретно сомневаетесь. Вы в себя не верите. Давайте обо мне поговорим. 100%. Потому что вы думаете, что это прям какая-то уникальная должна быть способность у человека одновременно думать о нескольких вещах или там что-то в этом роде. Ничего уникального нет. Вы просто никогда не пробовали, значит, или не обращали, не ловили себя на мысли, что вы, оказывается, разговаривая со своими детьми, еще думаете тук-тук-тук-тук, там где-то у вас мозг уже прорабатывает интервью с Улой на завтра. Нет, у меня так не работает. Вы, значит, не пробовали так. Я Но пробовала. поверьте мне, так происходит. У меня всегда так. Я вот сейчас с вами сижу, а я думаю, у меня оно будет не про... Следующий видос не про вас. И я примерно думаю, нифига себе. Я завтра улетаю, кстати, в Астану на Дала Файтинг. Меня пригласил Василий Тахтай. Я сейчас о нем думаю тоже. А надо думать о нашем интервью. Потому что, знаете, есть какое золотое правило? Здесь и сейчас. Так. Наслаждайся, кайфуй, погружайся в момент. И ты будешь от него брать все, смотрите, а не думай о том, смотрите, что за... Когда ты находишься здесь... Дайте я договорю. Когда ты находишься здесь и сейчас, а думаешь о будущем или о прошлом, тебя нет в настоящем. Немного буддизма на нашем канале. Смотрите. Я вам сейчас на это... У меня будет... Что сказать? Я здесь в настоящем... Вы сидите со мной на интервью и думаете о Василии Тахтае. Я здесь в настоящем прекрасно себя чувствую, думая о будущем. Хорошо, философский вопрос. Мы не придем, наверное. Ну, это просто разный способ мышления. Я с вами согласен. То есть вы должны меня понять. Смотрите, как вам сказать? То есть, когда я уже встречусь с Василием Тахтаем, у меня уже будет четкий план, конкретный. Что, как я буду делать. Если я делаю какой-то рилс, я могу ходить день-два, допустим, какой-то важный видос. Я могу ходить, но у меня в голове он проработает. И когда я его снимаю, мне не нужно делать 10-20 дублей. Оно у меня сразу шуц, и вышло. Я с вами согласна. Я тоже думаю о работе. Например, когда я иду домой, там у меня в наушниках музыка, я слушаю музыку, но я думаю о том, что мне нужно сделать. Но когда но когда я в какие-то ключевые моменты, там, я с детьми, или я с молодым человеком, или я на интервью, я только здесь. Потому что, мне кажется, только так ты можешь быть на 100% эффективен в моменте. Но мой опыт говорит, что можно достичь... Я же вам говорю, просто когда я уже приступаю к работе какой-то, допустим, да, то, что мне нужно сделать, запилить какой-то видос, какую-то новость, преподнести красиво, или, допустим, какой-то анонс сделать, я уже не задумываюсь над тем, что я буду говорить, как я буду говорить. У меня уже четко выстроенная картина. Вот того, допустим, видео, оно у меня уже все в голове есть. Потому что я несколько дней, там, допустим, что бы я ни делал, это не означает то, что я постоянно думаю только об этом. Но опа, фраза. Классная фраза. Значит, мы все будем строить вокруг именно этой фразы. И я начинаю и я когда начинаю снимать видео, барс, и у меня... Я бы хотела вернуться к вопросу о вашей карьере, вот о целях. Мы начали говорить и ушли в немного философию. Смотрите, вы не хотите говорить свою цель, но давайте тогда так вопрос сформулирую. Кем Сула видит себя через 10 лет? Или в 50, не через 10, через... Сколько? Через 6, 4. Кем я себя вижу? Да. Я вижу себя именно таким, какой я есть, но лучше. Вот. Что-то новое появится в вашей жизни с точки зрения развития в профессии? Я стану лучше на 4 года. Вы также будете приезжать на турниры на ИЗА? Также буду сделать. Вполне вероятно, будет все так же, но я буду гораздо круче. В чем? Во всем. Это очень расплывчатый ответ. Это максимально точный ответ. Что вы для этого будете делать хорошо? То есть я буду максимально дисциплинированным. И через 4 года, иншаллах, я буду гораздо круче во всех отношениях, во всех тех пунктах, которые я для себя выберу, то есть я достигну. А у вас прописаны цели? Конечно. Конечно. А каким? Хорошо, давайте тогда поговорим в целом. Как вы видите развитие индустрии? У вас же все-таки очень богатый опыт.
каким будет ММА в Казахстане через 10 лет? Вы верите, что к нам приедет UFC, что у нас будут там 2 пояса, что-то вот... Оптимистичный сценарий какой? Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Я вообще люблю этот вид спорта, ММА. Конкретно люблю. Но я бы очень не хотел, чтобы в него влазило государство. Вообще, просто. Пускай оно также останется на плечах меценатов, спонсоров, доброжелателей, которые вкладывают в это какие-то финансовые средства. И если сюда влезет государство, оно влезет, естественно, со своими огромными деньгами, Угу. и здесь начнется полнейший бардак. Он и уже есть вот во всех, допустим, этих. Я так предполагаю. Я их деньги не считал, но я слегка только ковырнул бокс и слегка ковырнул вольную борьбу, и я был просто в диком шоке. Что спасибо большое, до свидания. От всего. Ваш любимый сегодня ответ. Там вы просто даже не представляете уровень. Туда лучше не лезть вообще. Потому что если, допустим, взять вот наш профессиональный ММА, тут деньги крутятся, и за каждую копеечку недостаточно будет красивого отчета. Ну вот я потратил сюда. Иди сюда, Вася, ты на что? Бумажка не нужна. Нужен результат. И здесь за каждую тенгушку спросят. И если будет что-то не так, за километров 300 вывезут и закопают на 1,5 метра под землю. Вот. И поэтому здесь идет вот и здесь у нас поэтому в профессиональном ММА такое развитие. Именно поэтому. Потому что каждая тенга, деньги, да, они уходят по назначению, и они максимально эффективны. Вот, к примеру, чем мне нравится, вот, допустим, Дартим. Я вам сразу скажу. Здесь вот и найза. То есть, да, вот текучка. Была одно время текучка. Кто здесь старожилы есть, наверняка это помнят. Здесь была текучка. Если ты не соответствуешь норме, допустим, да, с тобой прощаются сразу. Очень легко и очень быстро. Потому что на твое место встанут еще толпа народу. Угу. И постепенно коллектив такой профессионалов создается. И если ты не соответствуешь, если ты не растешь, у тебя есть огромная вероятность, у тебя есть пример прошлого, то, что тебя могут уволить. В Дартиме мне тоже нравится эта тема. Потому что сейчас, вот, допустим, строится команда не вокруг тренера, а вокруг идеи, цели. Да? И как в футболе, в профессиональном, тренеров могут менять. Главного тренера могут спокойно поменять. Сегодня был один, завтра будет другой. Вполне вероятно, то, что и послезавтра будет. И вот, допустим, сейчас Эдуард Базров, до этого был у нас Азиз Разыев. Азиза Разыева убрали, поставили Эдуарда Базрова. Завтра, если будут не устраивать результаты Эдуарда Базрова, его тоже уберут. Встанет на его место еще другой. Уже база у нас есть. Это как бы так мотивирует всех работников держать планку, не засыпать. Угу. Мне это очень нравится. Вот. И поэтому, когда поддерживает государство, такого не будет. Там совершенно другие ценности. И все, да, совершенно. И вот к чему я говорю. Мне кажется, так и должно быть. То, что профессиональный спорт, он так и должен быть оплачиваться за счет меценатов. А государство вообще просто должно прекратить поддерживать вообще любые виды спорта, кроме которые помогают детям, развитию, там, шахматы, к примеру, я уже несколько раз топил. Наш лучший друг Михаил этого не понял. Ну, ладно. Шахматы, там какие-нибудь. Вот такой вот именно детско-юношеский спорт, просто чисто. Но все остальное, мы какое-то сейчас выращиваем поколение детей, которые мечтают стать профессиональными боксерами, профессиональными бойцами ММА. Не знаю, я в детстве мечтал быть космонавтом. Там, полететь на другую планету, какие-то открытия совершать. А сейчас у нас это вот все... Я не думаю, что это хорошая идея. Вообще просто какие-то странные стандарты.
И вообще бойцам тоже хочу обратиться. Не забывайте учиться, джентльмены. Ваш век совершенно очень-очень короткий, недолгий. Потом будете очень сильно разочарованы. И читайте книги. Не Ожегова, пожалуйста, вас умоляю. Я Ожегова ни разу в жизни не читал. Ни разу в жизни не читал. Как И, можно вообще скорее читать всего, словарь? Можно туда обращаться? Вы понимаете, вот это уровень. Это уровень бойцов. Понимаете? Это уровень бойцов, которые рекомендуют, сука, рекомендуют читать Ожегова. Понимаете? Я была, знаете, приятно удивлена, что, например, наш чемпион Даниэль Доченко, он читал «Илиаду». И, ну, казалось бы... Гомера? Да. Я потом оригинале? всем подругам своим рассказывала, все, кто считает, что бойцы тупые, я говорила, слушайте, наш чемпион читает «Илиаду». Вот вы читали «Илиаду»? Никогда. Что никогда? Илиаду не читал. Вы имеете в виду Ахиллеса и т.д. и т.п. Вот эту всю тему? Да. Никогда не читал. Ну, Для меня это, по-моему, ну, я понимаю, что я пробовал. Вообще, короче... назовите мне 5... почему 5? Давайте 3 самых образованных бойца. Я вам одну подсказку уже сделала. Она хочет, чтобы я сказал Даниил Донченко. 3 самых образованных бойца. Ну, нифига себе. Грустным голосом. Господи, боже мой. У кого из них есть высшее образование? Фамилия 3. Ну, троечник. По-моему, у многих. У нашего Багдата Жаканша, по-моему, много. 2, по-моему, образования. Да много у кого есть Нет, образование? я вот это говорю, я не с той темой говорю, то, что я вот труба какой умный, а вы, короче, не умный. Нет. Ни в коем случае я не с этой темы говорю. Однозначно. Абсолютно нет. Вот вам хорошо. Давайте так. С кем вам интересно разговаривать из них? Кто может поддержать не только разговор на спортивные темы? Или вы так с ними не беседовали? Ни с кем. Я вот, знаете, с кем не разговаривала на своих интервью, мне со всеми интересно. Мне кажется, они интересные собеседники. Может быть, мой формат такое предполагает. И они тоже стараются. Но вот все мои гости мне показались очень умными ребятами. Ну, не знаю, там... Вы наверняка же тоже так с ними общались. Одно время общался. Ну вот давайте... Я сейчас вообще у них не беру интервью практически ни у кого. Я сейчас, если я беру интервью, только вот после поединка или до поединка, чё, тух-тух, баста. Мгм. А о чем мне с ними говорить? Ну, да. У нас нет никаких общих тем. Нет никаких точек соприкосновения, кроме его поединка. Баста. Я вот практически... У всех бойцов я практически брал интервью. У всех. А что там, по второму кругу пойти? А кто вам больше всех запомнился? Из бойцов? Да, По вот какой причине? Ну, интервью. Вот вы просто вот вы считаете это хорошей работой журналистской? Это интервью. Есть то, чем вы гордитесь? Нету такого. Я не отношусь к этому вот именно с такой точки. Не, ну есть же как что-то, что вы сделали и думаете, классно получилось. Господи, Виктория, вот вы поймите меня правильно, я не знаю. Ну, во-первых, я не журналист. Извините, когда был на The Awards, вас номинировали в блогерах, вы сказали, что вы журналист. Не профессиональный. Я журналист без я не журналист с образованием. То есть Ну, не я тоже без заканчивал образования. журфак. Я не заканчивала журфак. Журфак. Значит, вы тоже не журналист. Ну, Вы я блогер. себя считаю Да. журналистом. Я вот не журналист. Вот, профессиональный. У меня нет такого диплома, что я, короче, там... Это. Почему я так говорю? Потому что все-таки люди же учатся. В Казгу 5 лет, 4 года. Мне кажется, это вообще журналистское образование булщит вообще. Что Почему? может быть? Почему? Нет. Это Почему? навык, который нужно развивать. Лучше у тебя будет другое образование, не журналистское. А вы говорите, потому что Познер так сказал? Ох, у меня сходятся мысли с Познером. Нет, я на самом деле не знала об этом. Познер тоже без журналистского образования, и он типа журналист, и вполне вероятно, он против того, что должно быть такое образование журналистское. Типа... Мне кажется, многие мои коллеги журналисты, и главные редактора, и люди, которых я уважаю, без журналистского образования. А что они делают 4 года? Где?
В университете. Я не знаю, Часть что... журналистам в таком случае. Я не знаю, у меня нет такого образования. Я не знаю, что они делают. Их учат каким-то Вот, и странным я вещам. поэтому вот так вот предполагаю. Ну, он же 4 года чему-то учился. Значит, все-таки их чему-то учат. Значит, есть что-то, чего я не знаю. Ну, возможно. И Но поэтому... вот даже если абстрагироваться от этого, мы все делаем какую-то работу. И всегда мы рефлексируем, что нам нравится, что нам не нравится, что можно было сделать лучше. У вас же тоже так? Да. Вот Да. что вы можете сказать, когда вы шли после интервью и сказали, классно получилось, хорошо, я вообще отработал классно? Или такого не бывает? Сейчас, подождите, давайте я тогда вспомню действительно, кого такое было, что прям я сказал, это было супер. Это было, блин, ну вот я вот только могу так сказать по эффекту наблюдателя. Вот было несколько интервью, от которых я просто в диком восторге. Скажите, какие? Ну вот Тита брат приходил. Да, вот мне было безумно интересно его послушать. Экзорцист ко мне приходил. Тоже мне было очень интересно послушать. Евгений ваш. Ага. Да, грани женского оргазма. Но он просто рассказал такие вещи, о которых я не знаю. Это как оно было, как он до этого дошел, тоже было интересно. А среди бойцов, чтобы так вот я был прям в восторге от того, что он мне сказал, я не знаю. А может, кто-то вас удивил? Ну, неприятно. Вы были одного мнения о человеке, а потом поговорили с ним и разочаровались. Такое было? И такого не было. Как скучно вы живете, Сула. Почему? Я просто не ожидаю от человека чего-то больше, чем он может сказать мне. Я примерно понимаю, кто это. У вас интуиция я хорошая? Или это экспертиза Виктория, уже? смотрите. Вот однозначно я вам скажу так. Мир бойцов, он не блещет чем-то таким экстравагантным. Он очень однообразен. Не нужно ожидать там чего-то такого. Я к этому отношусь именно так. Удивить своей подготовкой, тем какими-то вещами, там, то, что это сам, меня уже вообще невозможно. Я уже столько этих интервью прошло, то, что он мне не может сказать такого, что вот произошло в этом поединке, что ну нифига ты какой красавец. А ты так готовился, что ли? А ты вот эти, оказывается, витамины пил? Или, ты, оказывается, во сколько ты просыпался? А у вас был... Ну, а что он может мне еще такого сказать, то, что я скажу, вау! Я как будто в другом мире живу, и меня ребята удивляют, по-хорошему в основном. Ну вот, например, то, что Даниэль, как Фаниль себя, как Фаниль Потому что вы им верите, Виктория. А я вам с самого начала сказал, бойцам верить нельзя ни одному слову. Их можно слушать, их можно понимать, то, что это есть какая-то речь, он что-то говорит. Но в это сказать то, что вау! Почему? Потому что разочарование будет, когда вы поймете, что все это неправда. Вот и все. Я бойцам не верю. Я не верю большинству тренеров. Есть только несколько тренеров, которым я доверяю. Один из них Айбек Агай. Алмаз Ализаков. Пожалуйста. Но это прям проверенные люди, которыми я знаю уже не 5 лет, уже почти 10 лет. И то. Даже их слова я под призмочкой по-любому пропускаю. По-любому пропускаю. Потому что от них я обмана никогда не получал, честно скажу, они мне никогда не говорили. Но другие, да. Я понимаю, ты будешь конченным лохом, Сула, если ты сейчас будешь восхищаться. То есть восхищение прошло, ушло вот это удивление. А что вас вообще в жизни восхищает? Мотивирует? Меня восхищает спорт ММА. Я от него тащусь. Я обалденно от этого тащусь. Просто. Я в диком восторге от того, когда два человека выходят и показывают просто какую-то фантастику. Ну, вы смотрели прошлый UFC? Да. Вот, Махтабек и поляк Рабецкий. Угу. Вот такое, когда показывают бойцы, или, к примеру, тот же Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй. Офигеть. Вот такие вот поединки, которые ты все смотришь, и неважно, кто он. Вот поэтому же говорю, вот то, что вы сказали про Хайбати.
Да, хайбате, какой он там. Вообще плевать, какой он. Пускай покажет красоту. И я не собираюсь с ним детей крестить. Мне плевать, кто он. Что он где-то делает за клеткой. Его жизнь для меня неинтересна. Точно так же, как и ему абсолютно плевать на меня. И вот эту тему я принял. Мне плевать на вас. Я знаю, что вам плевать на меня. Норм. Я тащусь от вас, когда вы в клетке и показываете красоту. Я там искренне восхищаюсь. Жалгасом Жумагуловым. Я считаю Жалгаса, я считаю, одним из самых лучших бойцов вообще всех времен в Казахстане. Он показывал такую красоту, такой дух нереальнейший. Просто мне редко с кем его могу сравнить. Просто фантастика. Фантастика. От которой действительно я вставал, и у меня прям вау, вот так вот, вау, вау. Вы, кстати, Это да, всегда так невозможно. эмоционально. Не всегда, иногда эмоционально реагируете. Я иногда наблюдаю за тем, как вы смотрите. И если вы встаете, вот так берете за голову, значит, происходит что-то. Вот вы можете еще, вот вы классный с Жалгасом сказали пример. Еще от кого вы вот так за голову хватались? Это Жуман Жумабеков. Конечно же, Жуман Жумабеков. То, что я смотрел вживую, да? Арман Успанов. Я видел пару поединков его вживую. Я видел его поединок вживую с... как же его, господи? Как же его крайнего щелкнул на ACB? Вот дагестанец, который Ержана Истанова выигрывал, ладно. Ну, вот этот, которому в лицо стреляли. Мирзаев, Расул Мирзаев. И какие поединки, то, что, ну, это было фантастикой. Много поединков, от которых я просто... Я же говорю, вот, Виктория, вот, да, мы сейчас пришли с вами к самому главному. Вот я вам просто советую, Виктория, разделяйте жизнь в клетке и вне клетки. То, что показывают в клетке, это совершенно другие люди, которые с вами разговаривают и дают вам интервью. Это абсолютно разные люди. Человек по-настоящему, кто он, этот человек, он показывает именно в клетке. Потому что клетку не обманешь никогда. Вот какой человек есть, вот он такой там. К этому приплюсовывается все, допустим, то, как он туда заходит. Вот я считаю так. Там, допустим, да. И я здесь в ММА исключительно для того, чтобы посмотреть, как он дерется. Все остальное меня вообще не волнует. Кто он, как он, что он. Мне плевать вообще. И я, вот опять же повторюсь, я знаю, что ему плевать на меня. Это взаимный договор негласный. А вы можете рассказать, и есть ли у вас сформулирована ваша жизненная миссия? Что, для чего вы на этом свете живете? Я пришел в этот мир для того, чтобы кайфовать. Извините, у нас просто есть один коллега с такой же миссией. Я пришел в этот мир для того, чтобы кайфовать. Баста. Если кому-то это не нравится, это ваши сугубо личные проблемы. Вы кайфуете от своей работы? Я всегда... Я сейчас не делаю того, от чего я не кайфую. Баста. Только если есть кайф, окей. Нет кайфа. Вот так вот будет. И мне бы хотелось, чтобы вы дали какие-то советы. Так. Знаете, есть, мне кажется, я не знаю, можно ли это назвать проблемой, но сложностью. Наши бойцы, вот вспомним UFC. Я обращала внимание, я не люблю смотреть сам бой, потому что я в нем не разбираюсь. Я люблю детали, выходы, что они говорят, как они, даже какой цвет шорт. Для меня это важно. Как они говорят, как они себя преподносят. Почему наши бойцы 80% на это вообще не обращают внимания и не хотят говорить, и не хотят ни трэш-тока, даже хорошего. Боятся. Как нам сделать так, чтобы Это у нас страх. тоже было зрелищно? Это страх. Это исключительно страх. Чего? Всего на свете. А вдруг я скажу, и что-то скажут другие? А вдруг я скажу, и обо мне подумают вот так? А вдруг я скажу и проиграю? Просто-напросто тупо страх. Как преодолеть? Никак не преодолеть. Но нужно проходить, и можно конкретно это, то есть мотивировать, как-то в этом плане говорить.
А так это вот это что, ой, без Казахстана у нас такого нет, у нас менталитет, мы по-другому, Вася, это все просто тупо отмазки для того, чтобы этого не делать. Потому что есть страх. Потому что есть страх сегодня сказать так и проиграть. А когда так человек думает, он не уверен в том, что он победит. Потому что когда человек уверен на 100%, что он победит, ему плевать там, кто там, он будет говорить все, что угодно. И то же самое взять там, допустим, к примеру, там 93 чемпиона АИЗы. Да? К примеру, я без имен. 93 чемпиона АИЗы и 57 чемпион на АИЗы. Не чемпион, а рейтинговый боец. И выставить их. Да? И пускай они там потрештокают. И тот чувак, который не хотел раньше, говорил, потому что мы Казахстан, будет смело говорить, я этого всегда вот так одной рукой вот так вот возьму, сделаю. Потому что уверен, что победит. А когда уверенности нету, и трэш-тока не будет. Кто у нас лучший трэш-токер в Казахстане? Лучший трэш-токер Куат Хамитов. Он вообще основатель вообще казахстанского трэш-тока. Отец и мать в одном лице. Второе место. Второе место. Так, ну надо, наверное, я не знаю, вторых мест много. Давайте. Ну, есть у нас такой боец, не знаю, вы слышали про него или нет, Фаниль Рафиков. Угу. Есть такой боец. Вот. Все-таки он заслуженный казахстанский Макгрегор. Носит это почетное звание. Фаниль Рафиков, да? Да. Есть Магомед Кабардиев, его лучший друг. Магомед, кстати, как-то... Почему вы его назвали? В чем его трэш-ток? Ну, нифига у них там какая заруба произошла. Ну, один раз. Он наел. О, нифига там. Там можно было вообще без всего остаться. Ну да, когда он с Эльдаром начал? Конечно, нифига себе. Да, я Там помню было этот прям случай, но... очень-очень опасно. Как он у нас, какие-то там чемпионы? Бумажные. Фейковые? Или что-то да. в этом роде. Но там он просто это самое, нормально все. Это был просто трэш-ток без ничего личного. Ну, да. Вот. Также... Вообще, наши бойцы очень любят трэш-ток делать с гостями. Ох, труба. Очень любят делать трэш-ток с гостями. Когда гость приехал, левый правой встречаем, левый провожаем. И, о, господи, там вообще, там Пушкин, короче, плакал, короче, от таких рифм. Но между собойчики или где-то куда-то поехал. No. Вы три имени назвали. Куат Хамитов, Фаниль и Магомед Кабардиев. Не, на самом деле есть много таких вот ребят, которые могут трэш-ток сделать, но много ребят есть. Я же говорю, когда они уверены, они делают. Когда уверенности нет, чем больше уверенность победы, тем круче трэш-ток. Ну вот они и говорят, я все покажу в клетке. О. Ну, пускай показывают. Вот. И вот вам и весь трэш-ток. Как нам И смотрите, это же замкнутый круг, вы же понимаете? Нет трэш-тока, нет интереса, билеты не продаются, гонорары маленькие. Это же очевидно, почему почему это не очевидно бойцам? Нужно менять их. Надо их просто... Не делаешь кассу, все, иди домой. Иди домой. На его место сотни других джигитеров станут. Спокойно вообще. У которых духовитые есть. Может быть, он беспонтово дерется, но он духовитый. То, что он плохо дерется, это поправимо. Угу. Вон Эдуарду Базрову дайте его там. На 2-3 месяца он там его жестиком сделает однозначно. Я видел, к ним заходил. Просто надо прощаться с ними. До свидания. До свидания. Будь счастлив, там, да, доказывай что-то еще. Я Карабалу очень прекрасно понимаю. Особенно, когда же они говорят, они просят, дайте бонус. Господи, тебя смотрят, там, папа, мама, там, еще 3-4-5 человек, короче, и баста, короче. Все, кто посмотрели твой бой, ты что хочешь? Какой бонус? Ты вообще покажи это. Драться, я же говорил уже на одном из подкастов, я еще раз говорю, драться может. А вот выйти в клетку, вы что думаете, это сложно?
Вот вы считаете вот этих парней мужественными и вообще там отважными? Они строят себя такими. Они говорят то, что только там вообще самый, короче, духовитый пацан может выйти в клетку. Ничего подобного. На улице вас могут зарезать в драке. На улице у вас не будет рефери, который остановит, когда вам бьют по затылку. На улице у вас не будет медицинской кареты, реанимобиля. Если с вами что-то случилось не то, вас сразу унесли. На улице не будет судей, если что-то... На улице никто не будет стоять таймкиперов, которые все 5 минут, алло, баста, стоп, давайте минутку отдохну. На улице не будет там говорить, что я сдаюсь там, ни хера там добьют. Что они такого героического делают там? Ничего. Они просто все бойцы, в основном все, они строят из себя просто нереальных альфа-самцов. То, что я же смелый, я выхожу драться. Куда? Че? При таких вообще условиях любой выйдет подраться. Любой выйдет в этой теме. Не любой победит. Да, не любой победит. Я выйду, меня сразу сломают. Вполне вероятно. В первую же минуту. Не удивлюсь. Но вот эта вот тема, это, поверьте мне. О чем мы говорили? С чего это я начал говорить про это? Все нормально. Я, знаете, какой вопрос вам еще хотела задать? Он такой очень неоднозначный. Если наши ребята говорят, я казах, я не буду драться с казахом. Ерунда полная. С чего ты не будешь драться с казахом? А ты до этого что, не дрался? Только сейчас до тебя пришла, короче, истина твоей жизни. Смысл, короче, жизни до тебя только сейчас дошел. То, что, оказывается, тебе нельзя драться с казахами. А ты до этого дорогу что делал там? А дрался ты вот даже на улице. С кем ты дрался вообще? Алло. Что, выбирал, короче, русских, короче, да? Ходил, короче, бил русских. Или чисто женщин, короче, бил. Да? Или что ты спрашивал, ты, а кто у тебя там? Ну-ка, паспорт покажи. Что у тебя там в паспорте написано? Если уйгур, сука, я с тобой драться буду. Что за гонево? Любой отборочные чемпионаты, да, вот по любителям, любой, там одни казахи, там очень редко какие-то другие, 80%. А там что ты вообще? Ты до сюда дошел, казахом не буду. Не будешь казахом, вали в какую-нибудь лигу. Или в Россию едь, вот там казахов мало, вот там и бейся. Вот это заключи контракт с ними, и вот там ты вообще можешь, не напрягаясь, короче, с любым, короче, драться. А если ты здесь дерешься, Вася, приди в себя. Вот и все. Ну, то есть вы не считаете это какой-то патриотичностью? А с чем? Да, это ложное. Я говорю, не верьте бойцам, Виктория. Я вам эти слова говорю не просто так. Не верьте бойцам. Нельзя им верить. Завтра ему чек хороший принесут, и он когда говорил, в горло орал, никогда больше с казаха колгу тюрьми. Спокойно выйдет. Еще и нокаутирует. Еще и жестко добьет. Дайте ему хороший чек. Еще один такой же вопрос. Вас почему-то называют русофобом. Я слышала, что есть какой-то блогер, который говорит, что... В общем, тоже из раздела слухов, который я не могу сейчас там подтвердить. Я просто хочу услышать ваше мнение по этому поводу. О, Господи, Боже мой. Ну, что вам мне сказать? Что мне сказать? Русофоб ли я? Вы хотите, русофоб ли я? Вы ввели какой-то канал или что это было? Откуда эти слухи? У меня до сих пор есть. Что это за канал? Да, канал называется «Азмал Шоу». И про что там? Политическая и социальная жизнь Казахстана. Угу. Я очень многогранен, Виктория. И там я конкретно упираю тех, кто упирает казахский язык, кто не уважает казахский язык, и кто сомневается в нашей государственной границе. Если кто-то считает, что север Казахстана должен отойти Российской Федерации, просто лови фашист гранату сразу от меня. Но в каждом видео я всегда упоминаю такую вещь, то, что мы независимое государство, и всех под одну гребенку равнять ни в коем случае нельзя, иначе мы не будем отличаться ничем от тех людей, кого критикуем. Вот и все. Я считаю, что Республика Казахстан – это отдельное государство. Все, кто против этого, все, кто против казахов, против казахского языка, а казахами я считаю всех граждан Казахстана, неважно. Для них мы где-то вышли за границу, мы все казахи. Все. Те, кто против казахов, те, кто не считает себя казахом, да, те, кто считает, что казахский язык – это обезьяний язык, как один там говорил, его посадили надолго башко. Вот таких вот, да. Те, кто считает, что северные территории, то есть вот это вот все должно отойти, я против них.
Фобия у меня на них. Неприязнь к ним. Но ни в коем случае к русскоязычному населению Республики Казахстан. Ни в коем случае. Нет? А вы чувствовали когда-нибудь в свою сторону от меня какую-то неприязнь? Я нет. Вот Но и мне кажется, я знаете, что от вас чувствовала? Сексизм. То есть вы... Секс? Я на слове секс уже у меня раз переключил, уже остановился. Можете меня сейчас опровергнуть, но мне кажется, вы женщин в ММА не считаете вообще... Ну, не то, что женщин. Я же не боец, я не претендую даже на то, чтобы называть себя экспертом. Но мне кажется, вы относитесь к, ну, лично там, например, ко мне, к другим девушкам в нашей лиге, так никак. Если бы это был мужчина, вы бы относились лучше, скажем так. Нет у вас такого? Абсолютно вы не правы в этом плане. Я просто всех не люблю. Независимо от пола? Абсолютно, да. Хорошо. Нет, вы ошибаетесь. Почему вы считаете? Ну, может, мне многие так говорили, то, что иногда говорят. А вот видите, раз многие говорили, Вот, значит, да, это и есть. это вне зависимости от пола. То есть, да, вот у тебя какой-то взгляд такой надменный. Ты вообще, говорит, так вообще смотришь там свысока. Я нифига такого не делал. Там, слушай, стоп, братан. Люблю, целую. Ничего такого. Ну, то есть вы считаете... Вы просто... Сейчас такую фразу сказали, я хочу за нее зацепиться. Я просто всех не люблю. Да. Нет, то есть тут, здесь надо ее антонимами искать. Угу. А кто для вас важные люди в вашей жизни? Зачем вам это? Ну, вот именно мой подкаст предполагает больше разговоры, знаете, непрофессиональные. Я хочу, чтобы сейчас вот зрители, посмотрев наше интервью, на вас другими глазами посмотрели. Не надо на меня смотреть другими глазами. Абсолютно. Почему? Вот это тот взгляд, который всегда Никому не был, доверяю. всегда какой был. Это прям идеально для меня. Хорошо. То есть вы не будете на личные темы, Конечно. не хотите говорить? Нет. Но мы уже знаем, что вы не женаты, по крайней мере. Это уже личное. Откуда вы знаете, что я не женат? Ну вы же мне сказали, что вы не женаты. Когда я вам говорил такого? Давно. Зря вы мне поверили, да? Ай, я не могу. Все-таки отголоски молодости проскальзывают. Мне кажется, у нас сегодня была интересная беседа, мы о многом поговорили. Спасибо, что пришли. И действительно, вы на все вопросы достаточно откровенно. И я придерживаюсь того же мнения, что говорить, вот как пишут в комментариях, ваша ценность в том, что вы всегда говорите правду, и то, что думаете, не пытаясь это упаковать в красивую обертку. И вот это действительно важно. Свою правду. Вот свою правду, да, свою правду. Не пытаясь кому-то понравиться. И даже если эта правда, за эту правду вам прилетит, вы все равно ее говорите. За это я вас уважаю. Благодарю. Но за то, что вы вот сексизм и джизм, наркотики осуждаем. О, побыли бы вы со мной в те годы. Хорошо, что я была не с вами. Вы бы сейчас по-другому же говорили. Конечно же, наркотики. Ах, наркотики. Мы заканчиваем. Сори, наркотики – это зло. Наркотики – это зло. Спасибо, Асула. Действительно было интересно. Я думаю, нашим зрителям понравится подкаст. Ждем вас на нашем канале. Аривидерчи.